Любовь пусть наполнит нас. Пусть вера живет в нас, надежда придет к нам, любовь пусть наполнит нас. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Любов Божа разлитая в сердцах наших, раз Духа Świętego дана нам. Аллилуйя. Эту святую мшу отправляю в интенции померлой Анны, 25 год по смерти, просить для ее дарования правил и допущения уголодарства. Божия, сегодня переживаем в Костеле Пятидесятницу. Через послание Духа Святого и этим самым заканчиваем час великодный, час, який нам Пан Бог дає, який наповняє, як почуємо в сьогоднішнім читанні Слові Божим Духом Святым. И хочет, как мы этот Дух Святый в себе обновляли, как мы им насыщались. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти эту наисвятейшую огняру. Споведаемся Богу Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинкам и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Анну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем доверия великой хвалы Твоей. Пане Боже, Боже небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Брату Божий, Сыне Отца. Яки ярешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки ярешь на себе грехи свету, приди молитве нашей, яки сядешь стару Тайца. Змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале, Бога Отца. Аминь. Молимся.
Божа Ты праз таємницю сьогоднішнього свята свячає свой костел, який єднає все племена и народы, наполнил весь свет дарами Духа Святого, єднає в серцях вірних плен Твоєї ласки, якую мы отрымали на початку обвещения Евангелия, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарицу едности Духа Святого, Бог разу все веки вечные. Аминь. Читание Деял апостолов. Коли настал день Пятидесятницы, все были разом на одном месте. И раптом взнесся шум с неба, небо повел моцного ветру, и наполнил весь дом, где сидели яны. И з'явились им языки поделенные, быцем от огня, и затрымались на кожным з их, и наполнились все Духом Святым, и почали говорить на інших мовах, як Дух давал им промовлять. Были в Иерусалиме юдеи, люди побожные, з усялякого народу под небом. Коли узнявся шум гэты, собралося мноство людей, і захвалявалася, бо кожны чув їх, що яны говорять на ягонай мове, і бянтэжыліся, дивилися, кажучи, ці ж усе тыя, хто говорять, не галілейцы. Як же ми чуємо кожны свою мову, у якой народилися, парфяне і медяне, геомаліти, і жихари Месопотамії, Юдеї, Каппадокії, Понта і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипта і часток Ливії, сумежных с Каринией, ты приезжие римляне, юдеи и прозелиты, критяне и арабы. Мы чуем, что яны говорят нашими мовами про великие справы Божьи. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличия земли. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличия земли. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, неизлеченные, Пане, Твои справы. Земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличия земли. Ты забираешь их дух, и они гинут, и вертаются в свой пыл. Ты посылаешь Твоего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличия земли. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличия земли. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радуется справам своим, нехай буде милой Ему моя песня, и я буду радоваться у Пану. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличия земли. Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, ті, хто живе у тілі, не можуть сподобатися Богу,
але вы не у теле, але у духу, коли только Дух Божий живе у вас. Коли что не мая Духа Христа, то не належит до Его. Коли ж Христос у вас, то делает мертвое зраку, а Дух живее для справедливости. Коли ж Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живе у вас, дык той, кто воскресил Христа из мертвых, оживить и ваше смиротное целое Духом Своим, які живее у вас. Дык вось, браты, мы должники не тела, каб жить паводле тела, бо коли живете паводле тела, мусите померти, а коли Духом забываете телесные мучинки, жить будете. Бо усе, кого ведет Дух Божий, это сыны Божии, бо вы не приняли Духа неволи, каб знов бояться, але приняли Духа усыновления, по яким мы кличем: Або, Отче, это самый Дух свідчить Духу нашему, что мы дети Божии, а коли дети, то и спотыкаемся. Споткаемся Божие, споткаемся разом с Христом, коли только мы терпим разом с Ним, как разом с Ним и уславиться. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Божа Дух Святый, приди, як ясно развошли, нам свят подай постумей. Ojca Bogi паспяши, сердца правды покажи, и свои дары нам дай. Сутяшитель сердц людских, наимилейший гость у них, остало достомленных, от починок зрученных, и вода пограничных, сутяшитель плачущих, о святво счастливое, сердце винникливое, твоих верных наполняй, без твоего дыхания, что вся род створения, пустота и небытие, что я чистая в нас обы, что засохла оживи, что поранее нас свяжи, что у нас твердая силы, скрывленная прими в правых дни, холод сердца разогрей, дай твоим же верным, Божьей ласки певным, всем твоих святых даров, дай заслугу мужности, выкрывай всю верности, дай и радость вечную. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных, и запали их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. С вами И с Духом Твоим. читание Святого Евангелия по Иоанна. Слава Тебе. У той час Єсус сказав своїм учням: «Коли любите мене, будете заховувати мої заповіді, і я попрошу Отця і дасть вам іншого сутішальника, как будь з вами навеки. Коли хто любить мене, той заховує слово моє, і полюбить того Отець мой, і прийдем до Його, і зробим жильем Його. Хто не любить мене, той не заховує слов моїх, а слово, якое ви чуєте, не моє, але Отца, який послав мене. Я сказав вам это, будучи з вами, а сутішальник Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, научить вас усьому
и нагадаю вам про все, что я сказал вам. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сегодня в первом читании прочитали слова такие. Коли настал день Пятидесятницы, все были разом на одном месте. Чому вони там були? Такое питання треба було задати. І на його знайти отказ, який кожен з нас ведає, перший із цих отказів, чому там всі були. Тому що коли Ісус Христос уступав на небо, сказав апостолам учням: «Застаньтеся і тривайте на молитві, а я, коли буду у Отца, спошлю вам своего Сутешителя, чи іначе Духа Святого». Гэта по-перше, гэта ўсё вельмі добра ведаць. Але тут яшчэ і другое дно, і трэцяе дно. Чаму перажываюць апостолы Пятидесятницу? Тому что жиды таксама будуць перажываць Пятидесятницу в гэтыя дні. Ад выйсця народу выбранага, чи ад Пасхи, Пасха у народа выбранага у жидоў лічылася у юдэяў ад якого часу, калі выйшлі з няволі егіпецкай. Гэты дзень, калі спажылі баранка, гэтага моманту яны гэты дзень успаміналі. Дзень свой вызвалення аж трывалі. І ў гэты дзень, як ведаем, Ісус Христос складае сваё жыццё, памірае на крыжы і потом з мёртвых паўстае. І на 50-й дзень, не з мёртвых паўстане, а на 50-й дзень гэтай Пасхи жыды адмячалі таксама урачыстасць, вельмі вялікую урачыстасць. Урачыстасць называлася урачыстасць Торы. Что такое Тора? Право, пятикнига. А и Тора это не только право пятикнига, это Тора, это наказы и заказы, czyli гэтыя 10 слов, якія Моисей, калі пашоў на гору, прынёс гары. Czyli гэта право. Чаму? Иисус Христос спасывает Духа Святого на Пятидесятницу. Не вопрос так, как нам было лепей вылечить и расцветковать только его выключно не те, не тому. Але каб показать на гэтае право, якое записано на карце. Его можно записать на карте, его можно научиться на память, можно знать, можно пригоже его рецитовать, можно про его нарисовать, спевать песни якісь. Але гэта не тое, што трэба. Найважнейшае ходзіць, каб гэтае право было вырытае ў сэрцах людскіх, а як выпаленае агнём. Бо на апостолаў сыходзяць языкі вогненные. А что такое огонь? Огонь выпаливает. Знаем, золото очищается в огне. Чем больше выпаливаешь, тем больше проба, чем больше проба, тем больше нагоштует. А меньше становится. Меньше возгорает то, что непотребное. И так само у житті. Пан Єсус тому посилає апостолам Духа Святого на день Торы. Чому про це говорить? Бо так само ведаємо, що тудака у святыні знаходиться шмат народів, і всі прийшли святкаваць гэты дзень Торы, незвычайны дзень. Яны прыйшлі, каб гэтым дні Торы маліцца. І таму, калі апостолы відаць, будзе там шмат з розных гарадоў, ніхто так не прыходзіць, прыходзілі толькі найважнейшыя святы, схадзіліся ў гэтую святыню. А так толькі прыходзілі паядынчыя люди, которые хотели складаць власти охрану, перапрашэння, альбо там перапрашэння за нараджэнне, ачышчэнне і так далей. І такая традыцыя ўжо была. Больш ніхто не ўжываў іначай святыні. И там, я не бывал, когда это не треба было. Для нас это вельми важная речь. Как не только слово, якое мы знаем, мы уже знаем 10 Божьих заповедей. И мы уже погода для них вельми добре поступаем. Але мы не поступаем у свободе сердца. Мы 10 у певному моменте закопалися. Бо коли чоловік копає яму і стоїть прищепа по бедра, еще добро бачить на свете, перспективу его и горизонт. А коли уже закопается, что земля будет выше головы, то только остается голову поднять и убачить, что небо. А это не то, у Бога ідзе, как мы не только бачим небо, а перспективу нашего життя. И это есть Дух Святый, который хочет нас напомнить, какой у перспективы этого життя умели выбрать. Альбо то, что телесное, что мы сегодня прочитали, или читали, альбо то, что духовное. А иначе, Святый Павел говорит, и телесное доброе, и духовное доброе. А и как мы это умели звучить. Как оно не тривало само одно только. Бо если что-то одно только будет, то мы в этом свете можем загубиться. Альбо в этой духовости замотанной,
альбо в гэтым целе, якое нас адрываецца на зямлі. Для чаго яшчэ напісвае і прывязвае сённяшняе чытанне? Калі апосталы выйшлі, начали размаўляць языкамі. Открыем книгу Бытия и прочитаем, когда народ собрался, все мудрые, светлые, яких Пан Бог створил, какие там з'явились, собрались из розных краинцев земли. Сказали, побудуем вежу Вавы. Навошта? Как досягнуть трону Божьего, как убачить Бога, как быть там, где Бог. И Богу это не сподобалось. Бог убачил, что человечность наполняется пыхой, эгоизмом, бо хоче уже быть сестрой Бога. Та й гэта што адбылося ў раі? І што робіць? Ну, памятаем, дзеліць на мову. Што людзі не могуць паміж сабой дамовіцца, договориться. І памятаем, у свеце існуюць такія розныя языкі, якія бываюць. На гэта. Каб мы припадкова не сабраліся самыя мудрыя, што-небудзь не стварылі, чаго не трэба, што бы зашкодзіла нам, можа не ім, але нам усім самі. І калі мы бачым, про гэта гавораць, што там знаходзіліся хто? Мы прачытаем сённяшні чытанні. Людзі былі там. Як жа мы чуем кожную сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медяне, эламіты, жыхары Месапатаміі, Юдэі, Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частка Лівіі, сумежных з кірынейцы. Ды приезжие римляне, юдеи, бразилийцы, критяне и арабы. Усе мы чуем, як яны гавораць на наших мовах про Пана Бога. Та чым ёсць послание Духа Святого, як не з'єднання? Мы сегодня теперь цeleбруем туды Каюшу, але в этот самый момент Каюша цeleбруется здесь, в Золотой Горце, у кафедры в Америке здесь. И мы все в этом одним Духу Святым єднаємося, як костюм Божий і цілебруємо ту саму Евхаристію. Вот той сам Дух оживляє як нас, так і їх там везде. Ніякі не другі. Ніякі не другі. Хоч це триває на різних мовах, але, однако, ми цілебруємо того самого Христа у тим самим Духу, якого апостоли отримали. Это вельми важная радость для нас, как мы про это памятаем. Дух Святый есть ты, который хочет оживить костел. И он оживляет. Когда будем глядеть на понтификат пап римских, жили столицы апостольской, розпочинаючи от Яна 23-го, папы, который собрал собор Ватиканский, памятаем, может не памятаем, но не чую про это. Да, и огромный заклик был такой, перед собой лишь. И говорю так, коли костел не отрымая на новом, не перешли на ново пятидесятницы, ничего с этого не будет. И мы закликаны, как в эту новую пятидесятницу положить. Через послание Духа Святого, его прелеститель, который во имя настал, Павел VI, говорил так, что не только новое спасание Духа Святого, а и постоянное спасание Духа Святого, иначе перманентное. Не только, что мы сегодня переживаем особливый способ пятидесятницу и сегодняшний способ на нас сходит на новый Дух Святый. Нет. Вот это так и бывается. Этот Дух Святый сходит на нас каждый день, каждую годину, каждую хвилину. Мы вспоминаем только исполнение послания Духа Святого, хоть и до его приготавливались образ 9-дневную новину, якая тривала нашей святыни. Але гэты сам Дух Святый нас оживлял в этой новине, как мы могли молиться и заносить наши просьбы и благодаря. Пока человек, не умея молиться, сам Дух приходит и ему допомагает у его невымовным выклику, альбо стагнаннях, где человек стоит, часами не ведает, что сказать. А сам Дух человеку допомагает, как это его стагнания были собраны так само молитвой. Якби нам выдавалось, что это не молитва, однако Дух Божий с этого чинит молитву. Мимо того, что мы 10 несведомые на этой молитве требаем. Тут до нас приходит такая речь, как мы могли зразумець, якое есть это житё.
Як Павел написав у посланні до Римлянам, що ви сьогодні прочитали, народ, це таке читання було. Есть і тіло, і дух. Czyli тіло імкнеться до чогось інного, дух до чогось. Бо тіло створено з праху землі, як скажуть философы, что душа людская не в вязнице, ничего это вязница, тело людское. Она вырывается, она створена по Богом, и она вырывается на добра. А тело наше с прахом на движении. Мы исходим по этому праху, по этой земле. Поэтому мы так легко поддаемся телу, а не духу. Пока мы уже уступим туда, то уже тело не будем иметь. И будем податны только и выключно духу. Только и выключно добру. Бо душа і дух ніколи не хочуть скривдити Пана Бога в любові Божої, не порушити, яка нам подарована. Чи ми маємо таке Духа Святого? Так, ми його отримали під час Христу Святого. Але він у нас стоїть на полці. Який спосіб не взяти добре приховувати, супер приховувати. Ми їх можемо поставити на полочку, не стоять. І не будуть давати свої пахи, руки не будуть стояти. Ні. Могут стоять год, 10, 50 годов, и ничего не станется. Треба снять колпачок, тогда пах разойдется. Приємний водор этих парфумов разойдется. І ми так само маємо духом в собі, кожен за своє. Але треба було б відкрутити їх, зняти цей колпачок з нашого життя. А що з'являється, що нас закрутило? Этот свет, эти проблемы. Нас закручивается на Духа Святого. Это доброты, это свет. Что это проблемы? Это перспектива життя, що ми тільки хотіли, а Дух хоче робити для цього голоса. І скористатися свободи, яку Він нам дає. Але чи питання ви знаєте? Треба не тільки відказати. І сьогоднішню маємо ще Євангелію, пригожу Євангелію, про яку так само говорить, що Отець мой прийде до Його і зробить жилье Його. Хто не любить мене, той не заховує слов моїх, а слово, яке ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене. Так чим є Дух Святий? Він є тим, хто єднає. Як я вам дав тут така добрим якийсь харизматика, добре проповідував, робив якісь цуди, але в своїх проповідях говорив щось проти костюла, як його розорвати, я не Божий чоловік. Дух Святий так не діє. Дух Святий завжди з'єдновує чоловіка. Дух Святий завжди з'єдновує супольність Костюла. Дух Святий завжди з'єдновує все наше життя. Поэтому можно познать, чи мы по-собратному поступаем, чи мы отчитали Духа Божьего, а может Духа темноты, сатаны, який хоче, как мы здесь щось разорвали, разделили на головки. Вот так денничает только дьявол, как человека разорвать. Да який это Дух Святый? Писали сегодня мы распевали. У трех зворотках, трех куплетах, так главное гэтага псальма, у першым прагучала, што Дух Святы стварае. Ён з'яўляецца стварэннем. Для кого нема учора, завтра, ёсць цяпер. Крэатор постоянно стварае. Крэативное наше жыццё. У другой звротцы мы пачулі, што Дух Святы аднаўляе. Он сапраўды хоче нас аднавіць попраз сакрамент паяднання, хоче даць нам новае жыццё, попраз сакраменты, які купили росту конфірмації, попраз сакрамент Евхаристии, хоче нас аднавіць наново, отполировать, как мы были гэтымі дзецьмі Божьими. И у третьей мы прочитали, что Дух Святый — это той, кто дает радость. А радость — это что? Это спокой, утешение. Бо радость отримовывает той, кто утешает. И Дух Святый приходит, как нас утешить своей лаской. Просим за тем, браты и сестры, как и мы в нашем житті умели у першій черзі убачить тое, что с послания Духа Святого мы не хочем отделить право от любови, но его єднає, потому что заходит подчас свята жидовского, юдейского незвичайного Торы, czyli prawa, tych 10 słów, jakie Mojsей принес
згори повинні бути витлумачені, або докладно описані у книгі Второзаконня, коли хто хоче може прочитати. Затем, как мы памятали, что Дух Святый неустанный, это говорится так само, Ян Павел II, нехай сидя Дух Святый и обновить эту землю. Эту землю, нехай это земля, сердце наше. Дух Святый з'являється, как він обновить наше сердце. И нам треба только одного, открутить пробку нашего життя, как этим Духом Святым воспользоваться. По-перше, мы, дорогие, могут стоять на вас и за $1000 на полосы, а из них ничего не будет, пока мы их не открыем и не прикнем, тогда почуют другие пах и скажут: о, кто с тебе не богатый. И повторите, как мы памятали, что Дух Святый николи не разрывая, а только едная. Аминь. Веровать на Бога, а и сам Бога. Правителя неба и земли, всего вашего и вашего, и владимого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления сошел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет права рушенца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и его благодатству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разным Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чакаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. У день послания Духа Святого вознесем наши супольные просьбы до Бога. Молимся, святый костел, как у всех верующих оживлял Дух Иисуса Христа. Просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, святого Отца, по служению Христа, яко и все усилия. Стояло столевание, спокойно, и мирно, и всем свете. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто подчас великодный дом принял сакрамент Господа. Как называемые дарами Духа Святого, они были справленными светлыми Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Украину, и христиане строкаются за великим тяжкостями в учении своей веры, как и они отнимали подтримку с совершением Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх, хто вибрав служителя душа, Господь допомог для живих, славляємо прийнятих Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, Дух Святой, как дарами Духа Святого мы были называемы первыми детьми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, за Господом Заранного, добрый милосердный Бог, пробачил им грехи и принял супольность святых, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Благослови и зерна нас у своей любви, учеников хвала у воскрешения Твоего Сына и от Духа Святого, вели нас, да вылишь познание Твоих таинниц образ Христа, Бога нашего. Аминь. 138. Наше слава зазвяваю, юня нации чистого, наше слава зазвяваю, насыщает юня миром, наше слава зазвяваю, насыщает юня миром. Захвала
Твою и ваши офиары для Бога Тебе немощные. Нехай Пан Бог прийме офяру слуг Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Просим Тебя, Отче Небесный, учеников Дух Святый дал нам глубей зразуметь таямницу Евхаристичной офяры и привел нас до полного познания правды раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Укору сердце. Узносим мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он нам это исправляниво. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Божа, усемогутный вечный Божа. Ты, как завершить исполнение пасхальной таямницы, спасла сегодня Духа Святого на всіх, кого принял за своих усыновленных детей у Христе, Твоей Мати народным Сыне. Гэты Дух Святый при нараджении Костела открыл всем народам сапраўднага Бога и з'яднаў розныя мовы у вызнаванні адзінай веры. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, а в хоре анёлов разом с усими святыми śpiewaють Тобі гімн хвали, неспинно усміхаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна Сыня, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана, осанна Сыня. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебя, про Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаданную оклятву, складаем ее Тебе наперед за Твой святый католический костел. Будь ласкавый одорвать супокоем, оховывать, яднать и керовать им во всем свете разом со слугой, папом нашим, Львом XIV, бискупом нашим Юзефом, с усими, кто верно заховывая и вызнає католическую апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугу Твоих. И про всех тут присутных верою отдатости, их Ты ведаешь, за их мы приносим Тебе эту ахвяру, так само яны ее Тебе приносят за себе, за всех своих близких, за откупление своих душаў, за надею на збавление и уратование узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім костелом у найсвятейший день Пятидесятницы, коли Дух Святый обвестил апостолам у огненных языках, найперв спашанную, вспоминаем благословленную за всю Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, Авраамника, Наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Варфоломея, Ильяна, Квята, Лавренция, Яна, Павла, Космо и Дамяна, и всех святых своих, братских заступництва и молитвы, нехай во всем оковывая Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру от нас, Твоих слугов, и от всей Твоей семьи. Заховай дни наши у супокой, збав нас от вечного осуждения и доручи до Твоих выбранных. Просим Тебя, Боже, моцею Твоего благословения, освети какие дары и досконалою и милой Тебе, как стали сеяны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки, Йон узяв хліб,
у свои святые и достойные руки, поднял очи до неба, до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął гэты почесний келих у свои святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи благословил и подал своим учням, кажучи: «Вярите и пейте з яго все, бо гэта ёсць келих крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта czynicie na мою память». Это великая таємниця веры. Навершаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего приступания. Пане, мы слуги Твоей и Твоим святым, вспоминая благословенную новую воскрешение, так само хвалебное в Него шествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей из Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного спавления. Узглянь на ее милостиво и спогадно, и ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысший святар Твой Мельхиседек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу, завести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, передавличь Твоей боской величи, как все мы, якие удельничаем в этой ахвяре алтара и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само прослугов Твоих, Ханну, якие отдышли перед нами со знаком веры и спят у супокои. Просим Тебя, Пане, дай им и усим, кто спочивает в Христе, пребывать в месте с утешения святла и супокою. Так само нам, грешным слугам Твоим, якие сподяются на великую милосердность Твою, будь ласкавый дать удел уедности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Степаном, Матеем, Варнавом, Игнацием, Александром, Фелицитой, Барбатурой, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастазией и усими святыми, уведи, просим, и нас в их супольность, не для наших заслугов, а не дякуючи Твоему пробачению, праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все гэтые доброты неспынно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, разум всей, яки вечная. Аминь. Отрымали мы Духа Святого, який нас учинил детьми Божьими, тому осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от зла.
Просим Тебя, Пanie, zwał nam za Ducha Boga, daj łaskawa supokою dni нашия, да помажи нам милосердности Твоем, как мы были завсёды вольные от греху и захованы вселяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийща Збавцы нашего Иисуса Христа. Богу Твою благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Dajcie bliżej supokoju. Bądź baranek Boży, bądź той, хто бере на себе грехи світу, благословленный я вокликанный я на вечеру я молю. Аминь, я не лаку, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Божий день вам дает мне силу, песня славу Яхова. Со мной Яховая милость, и Он мой я пошути. Бог моя сила, я не один. Божий день вам дает мне силы, песней славлю Яхову. Бог со мной, Яховная милость, и Он мой спасся, я прошу день. Бог моя сила, я не один. Кожний день вам дає мне силу, пісней славу Яхову. Бог со мною, Яховная милость, и Он мой спасся, я прошу день. Бог моя сила, я не один. Кожний день вам дає мне силы, песней славлю Яхову. Бог со мной, Яховная милость, и Он мой спасся, я прошу день. Бог моя сила, я не один. Кожний день вам дає мне силы, песней славлю Яхову. Бог со мной, Яховная милость, и Он мой
Песней славлю я Бог, бо со мной я полная милость, и Он мой звался, я прошу сил. Бог моя сила, я вера сил. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай прощен спасладую нам ласку, как деятельным был у нас дар Духа Святого, а духовный посилок помог нам досягнуть вечного откупления праз Христа Пана нашего. Аминь. Проявы 9 червня завтра у понеділок успомін Найсвятейшей Анны Марии, Маті Костела Золотые. Гэты успомін пераносіцца на дзень пасля Зеленых Свёнткаў, czyli пасля Пятидесятницы, з паслання Духа Святого. Завтра будем святкаваць і радавацца з тою, хто таксама трывала на малітве разам з вучнымі апосталамі і таму з'яўляецца Маці Касцёла. 11 червня у сераду успомін Варнавы апостола. 12 у четверг свята Jesúsa Христа Найвышэйшага і вечнага святара. Так само 12 успомін благословленных Владислава Блондинского и Войтиха Ерехлевского, михаильских мучеников, находятся там на другим окне от алтаря. Усіх тому візерунок отдали свое життя на другой сусветной войне за детей, а один там ховал житло и за это его так само расстреляли. 13 червня у пятницу успомін Антонія Спадли, святара и доктора Костела, а 15 как наступная неделя урочистость Найсвятейшей Троицы. Святые імши в нашей парафии в наступную неделю отбудутся только у 15 и у 19. Чому? Спавадавана гэтым, что 15 червня отбудется так сам процессия Божьего тела улицами города Минска. Початок у 9 годин на Золотой Горце, куди щиро запрошаем. Тому наступную неделю только у 15 и у 19. От недели 8 червня, czyli
сьогоднішній неділі і про все літо, червень, липень і жнивень святої Імши дитячої на 12-й годині нема і не буде. Наступна неділя повинна була бути неділею інвестиційною, але не випадає, як на Золотой Горці проходить гроші збирав за дорогу. Тому переноситься на 22 червня. Дякуємо за ахвірування, за спів і обраду літургічної, за прибирання каплиці тим, хто дежурив і приглядав за клітками вокруг каплиці. Помолимося за тих, хто на тим тижні святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає народів дітей за добродіїв, ахвіродавців, будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас кожного доручаючи по особу опеці Маті Божої Твою оборону отдаемся. Святая Богородица, наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите, примите Божие благословение, нехай этот час каникула будет собранным выпочинком, как набрать силы и затвагой, особливо детям и молоді, кружить у наступний крок своего життя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Открылите ваши головы на благословение. Бог Отец, святла, який сьогодні спослав своїм апостолам обіцяного утешальника і наповнив святом їх серце, нехай благословить вас і наділить вас дарами Духа Святого. Нехай огонь Святого Духа, який з'явився над учнями, очистить ваше серце від грехов і наповнить вас світлом небесним. Дух Святый, який поєднав розные народы в визнаванні одина и веры, нехай вас умацуя в этой вере и здійснить вашою надею сузирать Бога в небе. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите в супокои Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Амінь. Богу заспіваємо всі, дякуєм Тобі, о Пані, Богу і щасті і в друзі, Ти завсьоди